приветствую. Я сегодня на автовокзале Сайран, это в Алматы. Сегодня я собрался в Бишкек. Поеду я на местной машине. Вот, на такой машине. Это Avalon Toyota. И примерно через 3 часа я буду на границе. И меня там встретит машина. Так, мы заезжаем и поедем. Меня довез Муслим, и он меня нашел через индрайвер. Такой местный мужичок. Он рассказывает, что был в Мирном. Ну, сейчас проеду границу и дальше буду вещать из Бишкека. В Бишкеке я встречусь. Почему я решил в Бишкек? В Бишкеке я встречу своего друга, он из Чехии. Он прилетел сегодня. Мы с ним встретимся, посмотрим несколько достопримечательностей в Бишкеке. И обратно приедем в Алматы. Где-то 2-3 дня я буду в Бишкеке. Да. Вы, может, отправьте местоположение. Сейчас в пути до Бишкека водитель собирает пассажиров, потому что, я не знаю, тут уже 1,5 часа еду. Так и еще не выехали. До границы еще несколько километров я буду. Сперва я спереди сел, потом попросили назад. Там вообще втроем сидим. Жарко. А так бензин, говорят, здесь в Казахстане дешевле, в Бишкеке он дороже. Вот поэтому по полному баку заправляется. Вот такой магазинчик на заправке. Все есть. Заправиться, туалет, покушать. Даже вот KFC есть. Груши. Можно так остановиться и на несколько часов покушать. Да, очень удобно. Пирожки, лепешки, все есть. Ну все, я приехал. Вот эта граница. Мы сейчас переходим. Сзади у нас осталась целая такая очередь машин. И мы сейчас поедем, перейдем границу. Вон, смотрите, целая улица. Вот место. Вот получается сам пост. Отсюда. Мы заходим. И дальше тоже кыргызская граница. И там нас ждет машина. Ну вот все, я уже прошел границу. Проблем вообще никаких не было. Просто
там поставили все. Вот в некоторых местах рассматривали в Казахстане, а здесь вообще проблем нет. Все, я здесь. Холодновато, чем в Алматы. Смотрите, я хочу что заметил. Административное здание посольства Ирана. Домик старенький. Вот, смотрите. А здесь вообще архитектура. Новостройка. Оразбекова улица. Такая колоритная. Я сегодня в Бишкеке. Почему я приехал? Встретить моего друга. Здравствуйте. Да, чешский якут. Да. Он много раз был у нас в Якутске. И некоторые... Три раза. В Аймеконе. Много раз где был, да? Но хочу вернуться. Некоторые фотографии здесь будут. Я укажу, где вот мы с ним ходили. Там по Якутску. Еще у нас впереди много чего. Мы будем... Ну, я буду смотреть Бишкек. Он больше меня знает. Я гид. Да, в этот раз он меня будет мне показывать. Ну, сейчас будем заселяться. Дальше еще будет много интересного. Вот мы в центре. Думаю, это филармония. Если я не прав, пожалуйста, напишите, кто был в Бишкеке. Просто, ну, это концертный зал, кажется. Там есть какие-то афиши. Мы сейчас идем пробовать кухню кочевников. Попробуем. Ну, я думаю, они особо не отличаются от казахской, но тем не менее мы в Бишкеке. Без того, как мы не попробуем национальную кухню, это галочки не будет. Так, время подарков. Я сейчас буду передавать Сденоку якутские сувениры, которые я принес из Якутска. И вот эти очки мне передала Мария из Якутска Сденоку. Потом возьми. Вау, то я хотел, то я знаю. Это я То их немного уже они не... Да, нету их. Я их долго искал. Долго искал? Ой. Вау, спасибо. Посмотри, это марки. Ага. Марки. Ага. Да, я их спасибо. очень долго искал. И вот это, которые... Да. Женя, тут. Вау. Я как смотрю, вау. Спасибо. Вот. Марки. Ага. Вот цены на бензин в Бишкеке. Сом и
рубль один к одному. 95-69 рублей. Все, бишкекский андерграунд. Гетто. Вот пришел я в местный банк Бишкека, Бакай банк называется. И я попробую сейчас оформить международную карту виза в этом банке. И потом постепенно напишу, как это, получилось ли у меня или нет. Сейчас попробуем. Для граждан России оформляется даже на российский паспорт. Не обязательно иметь себе загранпаспорт. Требуется 1 день. Свою карту я получил на следующий день, а также есть услуга ускоренного оформления. Такой центр спорта Кабаулу Кажамкул именем Кабаулу. Кажется, вот он сам стоит, поднял жеребца на плечи. Музей Кажамкула. Вот находимся в спортивном центре. Тут есть медали. Павел Пенегин. Олимпийские медали. Масс-рестлинг. Национальная гвардия Махсутов Чингис, пограничная служба Бюри. Представляем бойцов. Боец с красным поясом Миралиев Бекбулат, Миноборона. Боец с синим поясом Бектуров Сымык, Скорпион. По плану мы пришли в дворец спорта, чтобы посмотреть интерьер, хотели посмотреть. Но по посетителям мы решили зайти, а тут, оказывается, идет чемпионат Республики Киргизия, Министерство обороны. Ну, военнослужащие все собрались, спецподразделения. Сейчас мы смотрим некоторые поединки на 2 матах. Здесь столько тестостерона. Дом правительства. Такая архитектура красивая. Здынок. Похож на стадион Милан, говоришь, да? Да. Очень хорошо вот смотрится. В Бишкеке чисто, что я заметил. Надо будет сюда вернуться летом. Мне очень нравится. Чисто. Дошли до резиденции президента или администрации президента, я могу ошибаться. Вот такие ребята стоят у нас, военные, под флагом. Он вообще такой большой. Вот такие интересные дома находятся в центре, с балконом. Но это, кажется, старые дома, которые при администрации первой, они находились в нескольких шагах от работы, наверное. Вот такие. Это даже не дом, это администрация, административный дом, административное здание. Где-то фотографировано, можно посмотреть. Зайдем внутрь. Увидим, если там... Вот так он
выглядит изнутри. Кичи зал. Вот такая. Это уже фильм, анонс идет. Цены вот такие. На второй этаж, да. А фильм идет? Фильм идет. Здесь глаза. Вот местное кино. Актеры, знаменитый актер, Синопу Чопо. Синопу Чопо. Сейчас, который наши деньги 5000, вот его фотография. Синопу Чопо. Художник, актер. Великий. Вот это режиссер. Төлем Шокеев. Режиссер? Төлем Шокеев. Это кыргызский фильм идет, это? Да, наверное. Не знаю. Вот видите, вот великий, это тоже режиссер. Советский. Ну, вот это парень Джамиля, вот этого фильма. Чыңгыз Айтматов, Рома, он художник, актер. Художник, актер. Сайхой Каралаев, Манасчы, Манас Эпос, Манасов, Сайхой Каралаев, Сайхой Каралаев. Вот такой есть магазинчик, как музей. Все есть. Вот такие туфли, вообще новые. Говорят, такие модели носил сам Гагарин. 41 размер. Вообще беспробежный. Такой магазинчик, как музей. О, все фуражки. Это вы как собрали все? Это кто-то дает, да, вам? Это долго история. Да? А не жалко их продавать? Люди тоже хотят Да? приобрести себе. Надо как музей сделать. Магазин. Вообще крутой магазин. Пожалуйста, я был вчера Мы пришли вот к такому домику. Здесь такой интересный мурал. Здесь такой красивый мурал. Участник, чемпион Олимпиады.